В период турбулентности мировой экономики обязательными условиями развития современного юриста становится обмен опытом, нетворкинг и непрерывное повышение квалификации у лучших специалистов отрасли. Главный юридический форум начинается здесь. Актуальные темы, опытные юристы, дружеская обстановка – все это Магас Legal. Профессионалы своего дела обсуждают тонкости юридической системы, не всегда понятные всем, но неизменно влияющие на нашу жизнь. И идея независимости судьи, потому что все-таки другой это судья, у него может быть реально другая позиция просто. И когда мы одному судье говорим, что тут решать нечего, все уже решено, просто подчинись, то, конечно, ему это не очень приятно часто, потому что он видит, что что-то неправильно. И мы говорим ему, ты не судья, там уже решено. Преюдиция, да, предрешено уже. География форума широка. Олег Зайцев приехал из Москвы. За его плечами не один юридический форум. Кандидат юридических наук, магистр частного права, государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса. На форуме мужчина рассказывает о преюдиции судебного акта по одному обособленному спору, в другом обособленном споре. Вообще, мне кажется, в нашей большой стране очень важно, чтобы люди не тусовались в каких-то там крупных столичных городах, а ездили и общались между собой. И поэтому то, что Калой это сделал... Раньше в Ингушетии не было форума Камиль, я никогда не слышал об этом. И то, что он сделал, это очень хорошо. Я очень рад приехать сюда. Я надеюсь, что форум будет продолжиться. Такая моя надежда. То есть я буду рад приехать и еще. Буду всех коллег своих обязательно звать, потому что люди должны общаться между собой. Мы должны лучше узнавать друг друга. Потому что, конечно, у нас всех одинаковые, на самом деле, проблемы. И увидеть, что нам кажется, что мы разные, а на самом деле очень оказывается, что мы на самом деле все одинаковые, у нас всех одинаковые проблемы. И это нам очень сильно поможет. Разные взгляды, мировоззрение и даже поколения, но одна общая тема – межотраслевая преюдиция. Среди участников деловой программы ведущие международные и российские эксперты в сфере юриспруденции, члены адвокатской палаты Ингушетии. Всех их объединил первый юридический форум. Спикеры у нас сегодня, я считаю, что одни из лучших в нашей стране. Это Олег Владимирович Зайцев, который много лет работал в высшем арбитражном суде, Роман Сергеевич Бевзенко тоже много лет работал, и фактически это авторы тех нормативных актов, по которым сегодня работают суды. То есть это высокого уровня специалисты, плюс есть, конечно же, представители и уголовной сферы. Основные задачи – повышение квалификации юристов и адвокатов в неформальной обстановке и налаживание диалога в профессиональном сообществе, а еще погружение в колоритную культуру Ингушетии. Кстати, последняя мысль у Калоя Хильгова возникла во время участия в юридическом форуме в Иркутске. Нам провели как практическую часть, так и культурную часть. И в культурной части мы ездили на озеро Байкал. Естественно, это достопримечательность не только Иркутской области, но и России. И я подумал, что да, надо показать и наши горы, и наши башни, и нашу родину, чтобы люди, соответственно, знали, что в нашей стране есть прекрасные места, которые можно посетить. Право – основа демократического государства. Законы должны быть простыми и понятными. Поддерживает это высказывание и Амина Албакова. Девушка учится на факультете психологии, но отказаться от участия в форуме не могла. Осталась довольна. Они рассказывают очень легко, своими словами. Даже те, кто не до конца разбирается в этой сфере, например, я легко понимаю суть этого форума. Первый день завершился спектаклем в музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия. Впереди у участников нетворкинг-сессия, презентация мобильного приложения и самая приятная поездка в горы. Хава Гагиева, Мухаммед Белаки, Новости 24.